Ряды, которые, в принципе, и дорогие, и дефицитные, и тогда же никто их не запрещал. Они Но они типа поэтому могли закапывать в землю тех, кто уже испортились. Тех, кто их не утилизировать, а просто прикапывать. Была такая практика в 20-х годах. Это мы действительно сейчас, для утилизации всегда отводили какое-то место, поэтому могли куда оказывается, повезти. многие просто прикапывали под землю. Это было до 20-х годов, там Могло и так потом быть, Ворошилов кто его знает. принял решение, что больше так не поступит. На северо-западе Саранска, в районе Лямберского села Пензятка, во время Великой Отечественной войны проходили учения авиации, сбрасывающие бомбы с химической начинкой, стойки отравляющие вещества. Известно вам что-то об этом? Или это слух? Нет, не слышал. Это в архивах Владимир Кузьмич Абрамов такой документ обнаружил. Не знаю. Я знаю, что аэродром был на Ситехстрое, знал, что штурмовиков готовили, знал, что они облеты делали, знаю, что они и тренировочные там, и сбросы, и прочее. Что химическое, не знал. А что химическое, и сомневаюсь, что так было. В Ковылкинском районе, в Шингаринском сельском поселении, недалеко от заводского поселка Силикатный, который основан в 1961 году в связи с строительством завода силикатного кирпича. Вот там в этом месте в 30-40-е располагался трудовой лагерь, добывающий торф для ТЭЦ в Саранске. И там было место захоронения заключенных. И вот по инициативе отца Николая Новотрясова, за что вот я им восхищаюсь, и его благословил митрополит Саранский Мордовский Зиновий, установлен 9 июня 19 года поминальный крест. Как вы поддерживаете, если они тоже уверены, что они это не забывают это место? Тем более, если это с благословения было, конечно. Ой, ничего не видно мне. Но я должен договорить важные вещи. 17 июля 19 года. Все, я уж тут ничего не вижу. Короче, последние несколько вещей. На берегу Алатыря, туда крестный ход ходит, там было место расстрелов, по-моему, Красный мост называлось, и туда идет регулярный крестный ход, и там был деревянный крест, потом вот несколько лет назад, в 2016 году, установили большой поминальный крест, тоже епископ Вениамин Ордатский Отяжский. Как вы к этому относитесь? Это в Ичалковском районе? Это в Ордатове, да. В Ордатове прям. То есть как-то, по-моему, или вы говорили, или кто-то, что там была расстрельная тюрьма. Вот предполагают, что именно вот там расстреливали. А вот интересно, где их захоранивали? Может, в этом месте и захоранивали, стоит произвести там поисковые работы? Ну, это опять же слухи, потому что я еще раз говорю, что с отцом Николаем мы ходили в Ордатовский район и смотрели. Может быть, как раз про тот крест и идет разговор рядом с дорогой, недалеко от Алатыря. Угу. Но под тем крестом я тогда убедился и дал гарантию, что там никого нет, там расстрельных нет. Может, в другом месте, ради Бога, а под этим крестом, под тем... То есть местные жители нет. считают, что на берегу реки стреляли, а вам кажется, то есть вы говорите, там захоронения нет. То есть стреляли, может быть, да? Угу. Да. И, возможно, там же привязка идет к дороге, вроде где-то недалеко от дороги, а дорога могла перемещаться, смещаться туда-сюда, вправо-влево, и поэтому расстояние от реки могли запомнить примерно так, а что здесь шла дорога или в другом месте, это уже могло быть, уже могут быть ошибки. Поэтому мы не нашли там. Дедушка у патриарха Кирилла есть дом в Ичалковском районе, и там сейчас вот этот дом превращают в музей, будет замечательный музей, в котором жил, а его и дедушку, и отца репрессировали, патриарха Московского. В Оброчном. В Оброчном, да. Тоже это хорошая идея, музей. Еще один. Конечно, Да. более такой... Да, личность такая личность великая. авторитетная, уважаемая. И Молодцы. вот последний я уже не вижу, но по памяти я это писал. Как жалко, я так старательно все прописывал. Вы, Николай Андреевич, почти не виден, почти как тень. Да. Вот такая вещь. Владимир Вольфович Жириновский тоже, я считаю, вообще он, как политик, в личном качестве он имеет больше всех сторонников, потому что он не обладает властью, но у него так миллионы людей десятилетия за него голосуют.
Ну, я в политическом смысле как бы не сторонник Владимира Вольфовича, но в этом смысле, что он талантливый человек. И он рассказывал, что у него, ну это везде, это в Википедии написано, и в его биографиях, в Краснослободском, в деревне под Краснослободском родилась и бабушка, и мама. Потом они в Рузаевке владели домом, столовой. И, видимо, вот я общался с кем, возможно, это белая столовая, так называемое двухэтажное здание, которое снесли в 80-х годах на улице Ленина, между улицами Кумысина и Орджоникидзе. И он вот уже несколько десятилетий в своих книгах, ну, последние годы не говорит, но я где-то лет 10 назад я видел книгу, там он говорил, что, в принципе, ну, то есть он с трепетом относится вот к месту, где родилась его мама и бабушка. А как вы отнеслись бы, если бы он захотел организовать тоже музей в Рузаевке, посвященный своей семье, вот, подвергнутой репрессиям? Потому что их раскулачили, отобрали дом, бабушку на Соловки, маму еле-еле распределили в Пензенскую балетную школу, из-за этого она спаслась. То есть вот так вот семью разрушили его. Ну, если кто-то дом-музей организовывает и именно своей семье, это его личное дело. А другое дело, это будет государственный музей или это его личная квартира, личный дом, в который кто-то могут ходить, могут заходить. Поэтому, допустим, Ельцинский музей, это государственный музей, это одна вещь. Если он сам, это его инициатива, это его дом, и он что угодно может в этом доме сделать. Поэтому это только его право. Ну, он пока инициативу не проявлял, но, Я думаю, не будет. может быть, вы правы. А может- если бы он так родил о своей родине, о своих местах этих, он бы почаще приезжал. Да он, наверное, стесняется, Николай Андреевич. Чужая республика. Он даже когда приезжал мимо Рузаевки, только Вот на я железнодорожном переезде Первого общался. человека слышу, который сказал, что Жириновский может стесняться. А знаете, для него это может быть больно, Николай Андреевич, что мама его здесь, бабушка, и так к ним поступили. Вот, может, ему даже больно ходить по этим улицам. А если он узнает, что, допустим, жители Рузаевки рады были, что там, допустим, может, сотни, тысячи сторонников его, и они, может быть, помогли бы ему информация о его бабушке, о его семье. Это было бы здорово так сплачивать Если бы он общество. захотел информацию собирать, до сих пор бы собрал. Тем более его люди есть и в Саранске, его партийцы есть и в Рузаевке, они могли бы развернуть и все, что надо, все бы узнали. Просто ему, думаю, что особо и не надо это так. А вот- Больше политические шаги, чем это. А вот на его примере, ну вообще, если любой человек хочет организовать музей, допустим, своей семьи, ну, это, естественно, должен человек быть обеспеченный, там, или там миллиардер, чтобы большие затраты на создание здания, там, коммуникация, штатные единицы, чтобы десятилетия содержать. А вот с точки зрения сбора информации, куда ему обращаться, в какие ведомства, в какие архивы? Кто открыто представляет данные? Готов. Есть понятие частная коллекция, есть понятие государственные, муниципальные. Вот эти две разные вещи. В любом случае, что в первом, что во втором, все, что ценное для истории государства, это как бы может и должен учитывать Музейный фонд России. Поэтому, если человек захочет именно организовать музей, он должен с музейным фондом поддерживать связь, установить связь эту. Вот. И однозначно все музеи, это Министерство культуры, подчиняются республике, республиканскому министерству, российскому Министерству культуры. И поэтому здесь всю информацию, это наши архивы для всех открыты, ну понятно, кроме специально. Вот, и поэтому любой гражданин имеет право делать гражданский запрос, и ту информацию, что можно дать, обязательно дадут. В том числе он может обращаться и даже и в правоохранительные органы. И там тоже то, что они обязаны, они сделают. Да, конечно, то, что они могут, то, что они имеют право. Ну, есть же гриф, есть какие-то фонды, которые закрыты, поэтому там разговор не идет об этом. А все, что доступно, все, что возможно, любой архив может дать и обязан дать. И, видимо, это не закрытый фонд. И, видимо, главное вот препятствие на пути создания таких музеев семей, это, наверное, финансовый вопрос, потому что это, ну,
по всей стране общество требует повышения зарплат, пенсий, медицина, там разные такие вопросы, а мемориальные все-таки общество меньше требует, поэтому и власть как бы не имеет права большие средства тратить на эти цели, потому что общество их не поймет, да? Власть вообще не имеет права тратить деньги на частные музеи. Получается, частный музей и личный музей. Если это не великий деятель, если это не государственный деятель или не деятель культуры, там, и войны и прочее, то государство как бы не имеет права давать на это деньги. Поэтому, если хочешь сделать, ищи сам деньги. Если хочешь, чтобы этот музей превратился, ну, как дом-музей Чайковского, дом-музей там другие, то это уже другой вопрос. Это берет уже под опеку государства. Здесь уже не родня, не семья командует, а уже государство берет свое под опеку. И оформление, и содержание, прочее. Здесь уже другой момент. Это был голос Николая Андреевича Кручинкина. Спасибо вам большое. Спасибо.